правы те, кто утверждает, что за 20 с лишним лет в Абхазии ничего не изменилось. И полно проблем. Да, проблем много. Ну а где их нет? Даже у большой России, где есть достаточно людей и ресурсов, проблем сегодня хватает. И речь идет не о внешнеполитических трудностях, а о внутренних загвоздках, которые вот уже десятилетиями преследуют россиян при любой власти. Сейчас, глядя из Сухума в разные стороны, приятно видеть приведенную в порядок трассу, по которой в основном и передвигаются главные автопотоки страны. Дорогу сделали не только в направлении российской границы, но и в сторону Галского района. Сравнить эту работу можно с российскими центральными регионами, где дороги даже не обслуживаются десятилетиями. А если сделано на пятерку, то становятся платными, несмотря на то, что транспортный налог с каждого автомобилиста уже ежегодно взимается. Исходя из этого можно сделать вывод, что автомобилистам Абхазии и автогостям республики с этим вопросом еще более чем терпимо жить. Ремонтируются дороги по популярным туристическим направлениям. Обслуживается в полной мере дорога на Рицу. Прокладываются дороги, о состоянии которых люди устали уже говорить. Вот с Баслаты начинается уже дорога примерная, многострадальная, где в принципе раньше можно было применить поговорку «черт ногу сломит». Чтобы доехать до моста Царицы Тамары, надо было потратить в среднем минут 30 драгоценного времени. Это если ты на внедорожнике. Если ты на легковой машине, то можно было кувыркаться по этим кочкам и дольше. Вот. А сейчас мы едем вполне прилично, как по городской любой трассе, не нарушая 60 км в час. Вот. Притормаживая перед коровами, но это даже забавно, в принципе, притормаживать вот перед коровами. И я думаю, что сейчас эта дорога займет, не более 10 минут. Ну вот за моей спиной тот самый Баслатский мост. До него мы доехали достаточно быстро, и раньше, и сейчас это было одно из основных туристических направлений города Сухум. Помимо того, что здесь красота неописуемая, да, здесь есть некоторые увеселительные заведения, такие как Апатски, где можно что-то вкусно поесть. Вот. Ну и, естественно, посмотреть на красоты той самой любимой всеми Абхазии. Планируется реконструкция моста через Гумисто. Строительство нового моста позволит переключить движение на определенный период по новому мосту и произвести капитальный ремонт старого моста. А в дальнейшем выезд из города будет осуществляться по старому мосту, по старой дороге в одностороннем порядке, а въезд в город будет осуществляться по новопостроенному мосту. Что, как не это, является свидетельством положительных сдвигов в желании Абхазии заранее видеть и предупреждать грядущие проблемы. Это, конечно, не мост через Керченский пролив, но все же не маленькое сооружение. Также сделано уже немало объектов, о которых все твердят и спорят, а они уже есть и помогают Абхазии соответствовать другим государствам. А где-то и делать так, чтобы Абхазию ставили в пример. Вот как тот самый многострадальный стадион «Динамо» в Сухуме. И как результат великолепный чемпионат мира, проведенный на нем в этом году. Вообще в стране возводится немало частных объектов, которые финансируются как российскими, так и абхазскими инвесторами. С проблемой занято, конечно, надо что-то делать, но в данный момент она играет на руку отрасли туризма. Вряд ли туристы поедут отдыхать на большую стройку, пусть и у моря. А таким образом восстановление происходит постепенно, пусть и медленно. Некоторые объекты, конечно, находятся в замороженном состоянии. Один из них – это огромный торговый центр в Сухуме. Сначала финансирование нужно год. Пока идет открытый вопрос, никак не можем продолжить финансирование. А от чего это зависит? От кризиса в России. А некоторые бизнес-объекты, такие как магазин «Континент» в Гагре, находятся в полном порядке, но с юридической точки зрения тоже заморожены из-за недопонимания учредителей между собой. Правда, посетив тот самый магазин, мы увидели, что прогресс есть. Магазин завешен строительной сеткой, и есть признаки обслуживания здания. Я думаю, что скоро откроется наш «Континент», и будет все так, как было прежде. Чем быстрее открыли, тем было бы лучше и для народа, и для местных, и для приезжих, которые все время спрашивают насчет «Континента», когда откроется. Возможно, что ведется работа по привлечению нового инвестора в этот бизнес. На этот счет мы решили пообщаться со старым инвестором этого торгового предприятия, проработавшего, кстати, 10 лет. Принадлежит он государству, так и принадлежал раньше. Находится он сейчас
формально в аренде. Абхазская строительная группа. Мы сейчас находимся, так сказать, в процессах судебных по поводу данного объекта. Тут, конечно, очень тяжело, потому что сопротивление очень большое на всех уровнях. Поэтому, так скажем, объект сейчас спорный. Каким-то образом помогает разобраться с этим делом администрация либо правительство? Администрация как раз и забрала в лице Беслана Барцица и передала Абхазской строительной группе. То есть тот спор, который был ранее, его мог совершенно спокойно прекратить глава района. На тот момент отозвать свой иск, и на этом бы все закончилось. Или в том числе президент, который много раз обещал, что предприятие будет работать, коллектив будет работать, все останется по-прежнему. Нет, никто не помогает, все наоборот препятствует. А мы пытаемся все только, как говорится, на основании закона, судебными решениями добиться вынесения решения в пользу континента, исправить ту ситуацию, которая есть. Ходят слухи, что подыскивают нового инвестора для этого объекта. Ну, я не в курсе, да, какие-то слухи ходили, потому что все время ищут для этого здания, кому-то хотят сдать, продать или еще что-то это здание. То есть такие слухи ходят постоянно, но я бы не советовал никакому инвестору на сегодняшний день вкладывать деньги в спорный объект. То есть, когда нужно будет вкладывать порядка 3 миллионов, доведение вообще нормально. 2 года стоит объект, который потихонечку разрушается. Плюс оборудование, плюс товарно-материальные ценности. То есть это достаточно серьезный объем работы. Вкладывать деньги в спорное здание я бы лично на месте каких-то инвесторов не стал. Сетку сделали типа того, что они ремонт будут делать. Я это точно не могу сказать. Но здесь ходили местные ребята. Но они там что-то делать начали. Там я 2-3 дня видела что-то крышу, они там что-то чего-то делали. Но так только не знаю. Так. Не знаю, ей-богу, если бы открыли это континент, была бы прелесть. Но мы надеждой живем, я так думаю, что будет открываться. В политической сфере в стране не все гладко. Вот и штормит. Те или иные удачные, казалось бы, проекты в разные стороны. Непредсказуемость бизнеса в Абхазии начинает быть легендой, даже при договоренности на самых высоких уровнях. Но это никак не останавливает движение страны вперед. Страна развивается, перешагивая через все поставленные преграды. Конечно, при помощи своего главного стратегического партнера, но все же. Если сами абхазы не хотели бы что-то делать, никто не смог бы сделать это за них. И пусть это движение происходит не быстрыми темпами, но все же происходит. И это не может не радовать всех, кто здесь живет. Сергей Демьянов специально для Апсны Лайф.